Однажды в далеких 80-х годах руководители компании Toyota обратили внимание на быстро развивающийся рынок премиальных автомобилей в Соединенных Штатах Америки. И они решили, что неплохо было бы урвать кусок от этого пирога. Но марка Toyota в Америке ассоциировалась только с пикапами, и потенциальные покупатели могли просто не довериться производителю бюджетных автомобилей. Вследствие чего было решено продвигать премиальные решения от Toyota под новым именем. Именно так и родился бренд Lexus. Год за годом производители компании Toyota уже в марке Lexus пытались реализовать свои новые идеи, пытались составить конкуренцию немецким автопроизводителям. Были и копирования, были и интересные идеи, но по-настоящему приблизиться к конкурентам Lexus мог только сейчас. И, как это ни странно, не благодаря копированию, а созданию своего чего-то нового и неповторимого. Они поняли, что чтобы создать хороший автомобиль, не обязательно быть немцем. Да, надо их просто делать хорошо. И сегодня у нас на тесте яркий представитель марки Lexus, а именно Lexus GS 350 F-Sport. Именно про него мы сегодня и будем говорить. Этот автомобиль тот редкий случай, когда нет родственников в линейке Toyota, на который повесили бы пару мониторов и продавали под брендом Lexus. Более того, здесь минимум преемственности даже от предыдущего GS. Машина стала на порядок агрессивнее, а в версии F-Sport этой агрессии еще больше. На переднем бампере у нас появились фальш-воздухозаборники, на обычной версии GS там противотуманные фары, задний бампер, решетка радиатора и шильдики F-Sport, разбросанные по всему кузову. Сквозь спицы легкосплавных дисков отчетливо виднеются 10-дюймовые тормозные диски, а фары здесь, как уже принято в премиальном сегменте, умеют не только светить, но и поворачивают раньше автомобиля в поворот и не слепят встречных водителей. Так как погода сегодня, мягко выражаясь, не самая лучшая, двигатель у нас немного испачкался, про машины я вообще молчу. Кстати, очень легко поднимается благодаря вот этой штуке, газовой опоре. Если вы найдете с первого раза штучку, которая открывает капот. Собственно, про двигатели. Машина оснащается 3,5-литровым двигателем V6, который выдает 317 лошадей и разгоняет эту достаточно тяжелую машину, весит она около 2 тонн, за 6,3 секунды. В общем, автомобиль берет сотню. Расход на 100 километров по городу 14,3, в загородном цикле 7,9. Ну это опять же надо оговориться, официальные показатели. Да. У нас средний расход на данный момент показывает 16,7. В общем, готовьтесь если к вы худшему. любите, конечно, экономить на топливе, есть в линейке GS и гибридная версия, она стоит на порядок выше этой машины. И если быть честным, автомобиль постареет, скорее всего, раньше, чем вы успеете оправдать переплаченную сумму. Коробка передач На все версии 8-ступенчатый автомат. одинаковая, она Никаких нареканий не вызывает, работает очень хорошо, гладко переключается, когда надо. в принципе здесь все. Для тех, кто гадал, какой привод у этого автомобиля, здесь есть такая специальная надпись. Это значит, что он полноприводный. Сегодня каждый считал своим долгом спросить у меня, она полноприводная. В общем, благо у нас багажник остался чистым. Единственное, что осталось чистым в Не этом думаю, что автомобиле, для владельца темпераментного GS 350 F-Sport это важная часть это важно, автомобиля, но какой объем у сказать багажника. надо, Но здесь наверное. 530 литров, друзья. огромный багажник. Задние сиденья не складываются, так что железные трубы или лыжи у вас сюда положить не Не, получится. лыжи как раз таки можно будет, потому что вон там в глубине есть отверстие специально для длинномеров. Да, посмотрим, что здесь. Попытаемся, по крайней мере, это сделать. Полноразмерное запасное колесо Да. с оригинальным диском. Так что Также отсеки для мелочей, разной утвари, для да. инструментов. В общем,
Такая универсальная машина. Вы покупаете спортивный автомобиль с огромным багажником. Ну и последний штрих. Багажник у нас закрывается с кнопки. Это приятно. Тепло, да? Намного лучше, чем снаружи. Прежде чем Адлан расскажет про дизайн этой машины, хотел бы показать ключ от нее. Очень интересный. С размером пластиковой карты, только железной. Можно Ну что? носить в бумажнике. Да. Самое главное. Обычный маленький бумажник. Там И как ваши ни деньги, странно- визитные карточки, банковские карты и ключ от автомобиля. Как ни странно, с ним связан первый недостаток в этой машине, с которым мы столкнулись. Он почему-то сегодня глючил, и надо было дотрагиваться до кнопки, а так здесь бесключевой доступ в машину, и заводится она с кнопки. Внутри, как и снаружи, GS не похож ни на один другой автомобиль. Он индивидуален, что важно. На материалах сразу видно, что не экономили. Тут настоящая кожа, много алюминия. Что-то типа дерева? Да, Это что-то, дерево? да. Так Что- и не и поняли, есть, что это? да. Ну, что-то сродни дереву тоже есть. И часы посередине, которые мне очень нравятся. В общем, все это вместе взятое придает этому автомобилю солидности. При всей этой роскоши не обошлось и без откровенных таких недоработок, таких как технологическое отверстие в двери и вот здесь за рулем неприкрытый шуруп. Ко всей этой красоте чуть не забыл упомянуть. Об этом нельзя вообще забыть, потому что первое, на что падает твой взгляд, это огромный экран. Вот венчает всю эту красоту огромный экран, диагональ 12,3. Это как минимум один из самых больших экранов. Ну, устанавливаемых, да, в серийные машины, автомобили, да. Ну, не считаем прототипы там. И, естественно, из развлечений тут есть абсолютно все. Включая. Да, включая 17 динамиков, в базовой версии у вас их будет 12. Это в базе 12 динамиков. Да. Правда, вот на самом деле тем, кто впервые столкнется с мультимедийной системой Lexus, придется немного привыкать к алгоритму управления. Здесь японцы тоже пошли своим путем, не стали что-либо копировать и придумали такое что-то типа компьютерной мыши. С непривычки удобная штука, но с непривычки очень трудно попасть в нужный раздел меню. И тем более делать это, не отвлекаясь от дороги. Не знаю, мне понравилось, даже очень. Но если вы вдруг трудно пользоваться вам этой мышкой, все самые востребованные функции, они, как обычно, вынесены на руль, потому что проблем у вас возникнуть с этим не должно. И что хорошо, эргономика в автомобиле очень хорошая. До любой кнопки можно дотянуться. То есть все в пределах досягаемости. И этих кнопок здесь по минимуму, так что искать нужную тоже вам не придется. Адлан жаловался, что бардачок трудно открывать, когда привычно, да, садишься, но Да. он отъезжал Но если полностью. максимально отодвинуть, ну как максимально удобно для меня, чтобы я мог открыть этот бардачок, отодвинуть сиденье, Задний то мы пассажир специально при этом посадили туда человека, не посмотрели, испытывал да, никаких неудобств. У него дискомфорта место нет еще никакого, оставалось. места есть, очень много места в салоне. Кстати, здесь еще, в отличие от предшественника, лучше стала обзорность. Инженеры специально заузили вот эти стойки передние, и за счет чего ветровое стекло стало больше. Ну, В общем, чего они не просто сказать. взяли этот автомобиль, полностью его переиначили, и он теперь ощущается по-другому. То есть у тебя нет Можно никаких... было с таким успехом новую ссылок. модель в линейке вообще запустить вот с такими изменениями. Но это GS. Вообще внутри этого автомобиля все подчинено мысли
удобства и комфорта не только для водителя, но и для пассажиров. Огромное количество всяких опций, много места. Скажу про руль. Он у нас выдвигается на целых 5 сантиметров. Это действительно много. И регулируется по высоте. По поводу сидений. Водительское сиденье имеет 18 электрорегулировок. В 18 положениях регулируется сиденье. Поговорим про управление. Несмотря на то, что мы сейчас в городе едем очень медленно, мы успели немного ее проверить. В резких поворотах машина кренится. Но благодаря электронике это дело не так опасно, заносов вам бояться не придется. Кстати, несмотря на... вернет машину на дорогу. Несмотря на то, что машина довольно-таки тяжелая, весит она почти 2 тонны, динамика порадовала. Как и у своих конкурентов, в GS тоже есть несколько режимов езды, они переключаются такой удобной шайбой. Это, ну как обычно, как без этого, режим Eco, режим Normal, Sport и... комплектация F-Sport, как у нас, еще дополнительно Sport Plus. Выбор режима влияет на настройки подвески и отзывчивость педали газа. Основные изменения в этой машине коснулись шасси. Тут есть огромное количество электронных систем, которые в зависимости от угла поворота и действий водителя могут корректировать даже задние колеса. Педали F-Sport сделаны полностью из алюминия. Из цельного куска алюминия сделаны, и нажимать на них очень приятно. Я сегодня впервые сел за руль этого автомобиля, у меня ощущение, что я ездил на нем всегда, потому что обратная связь, что с мотором, что с тормозами, здесь на очень большой высоте. Что касается безопасности, вот конкретно в этой модели инженеры Lexus подошли очень основательно. Не буду перечислять все системы, которые за нее отвечают, то есть за безопасность. Скажу лишь то, что даже в базовой версии вы получаете 10 подушек безопасности. Ну да, надо подводить итоги. Комплектации. На выбор Давай. предлагается 5 комплектаций. Самая дешевая стоит 2 миллиона 321 тысячу, самая дорогая 2 миллиона 810 тысяч. Конкуренты по классу это прежде всего BMW 5 серии, Mercedes-Benz E-класса и Audi A6. Ну сюда же можно закинуть и Infiniti M37. Ну и что мы получаем в итоге? Красивая машина, если вам нравится агрессия и спортивные автомобили, мощный двигатель, качественные и дорогие материалы. И по мне так она может составить конкуренцию немецкому автопрому как по комфорту, так и по качеству, не говоря уже о скоростных характеристиках. И о цене. Да. Самое большое преимущество Lexus перед своими конкурентами – это его цена. Ну что ж, с вами были Автопрофаны, Адлан Гайтукаев И Ибрагим Стамиров. Всем пока! It takes two